Участие во Всероссийской научно-практической конференции представителей Министерства образования, членов исполкома Курултая Башкир, известных писателей, ученых ведущих вузов республики придало мероприятию масштабность и особую значимость. Как признаются организаторы, подобные конференции должны проходить именно в таком связующем звене. Как известно, проводятся везде конференции, посвященные конференции, вот такие, но там не участвуют, не очень участвуют, не приглашают вообще писателей. И они якобы они остаются в стороне. Поэтому мы решили в таком формате. Вот как будет решение, как будет результат, мы потом посмотрим. Участников конференции поприветствовал директор Сибайского института БГУ Зинур Ермухаметов. В своем выступлении он отметил, что в деле подготовки высококвалифицированных специалистов важную роль играет духовно-нравственное и патриотическое воспитание. В Сибайском институте этому придается особое значение. Как доказательство тому литературно-театральная композиция, подготовленная студентами в рамках празднования 70-летия Победы. После пленарной части мероприятия участники Всероссийской конференции выступили с докладами, посвященными актуальным темам современной литературы. Желающих поделиться своим взглядом на это оказалось порядка 100 человек. Основная обсуждаемая тема участников конференции – роль литературы в духовно-нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения. У башкирской литературы много известных поэтов и писателей, посвятивших свои произведения теме патриотизма, войны. Во многих ярко выражены морально-нравственные проблемы. Современному подрастающему поколению есть чему научиться у авторов подобных книг. Однако время, когда наша страна была самой читающей в мире, ушло далеко, и сегодня перед преподавателями, писателями и общественными деятелями стоит важная задача – вернуть моду на чтение. Сегодняшнее положение, в котором мы оказались, не только наша страна, весь мир, это я вижу в упадке авторитета книги и литературы. Если мы раньше, в советское время, книга, она воспитывала, давала ориентир для молодых, они всегда знали, в какой ситуации, как поступать, как отношения между нациями и так далее. Вот сегодня это мы какими-то силами специально уронили авторитет литературы в нашей стране. Чтение литературных произведений должно быть актуальным и являться признаком всесторонне развитого и интеллигентного человека. В поле зрения ученых были и другие актуальные вопросы и проблемы литературы. Тема духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения в центре внимания не только ученых, но и общественных деятелей. Проблемы, которые рассматриваются сегодня в научно-практической конференции, очень близки. И не только близки, мы каждодневно этими вопросами занимаемся. Как видите, эти вопросы связаны с нашей научно-практической конференцией. Эти проблемы, поэтому мы и рассматриваем на сегодняшней конференции вместе. Башкиры, которые живут не только в Ишкарале, в Марьел, которые имеют связь с нами, знакомы, адресатно, они интересуются и приобретают книги, когда приезжают на родину. И передают друг дружку. За счет этого получается у нас богатство содержания книг, названий. Очень даже приятно свои родные просторы увидеть, прочитав. В рамках конференции прошла и презентация продукции издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой, выпущенной в последние годы, в ходе которой студенты института и гости мероприятия смогли приобрести книги известных башкирских авторов. По окончанию работ по секциям была принята резолюция, определен уровень современной литературы, перспективы ее развития, намечены планы на осуществление главных задач. Луиза Мустафина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.